ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Среда, 15:00. Городадминистрация стартует собрание территориальной избирательной комиссии Ухты. Тема – итоги выборов в единый день голосования. Среди приглашенных председатели и секретари избиркомов, а также председатель избирательной комиссии Коми Дмитрий Митюшев. Он подчеркнул, что Коми стала одним из тех регионов, где выборы прошли без громких эксцессов. Чуть ранее собрания мы также попросили столичного гостя попробовать прокомментировать, почему граждане отдали свои предпочтения тем или иным партиям. Дмитрий Митюшев подчеркнул, что он не политолог, но все же попробовал ответить. Единая Россия, если говорить в среднем по стране, получила 54%. Правильно? То есть у нас несколько ниже, чем по стране, но примерно столько же, сколько в северо-западном округе. Это вот один из факторов. Если сравнивать голоса, отданные за политическую партию «Единая Россия», процент голосов с прошлыми выборами, естественно, что он снизился, да, по сути, если мы проанализируем результаты. Почему это произошло? В частности, из-за тех процессов, которые происходили в течение 2015-2016 года. Да, то есть, уголовные дела, целая серия уголовных дел, это не могло не сказаться на самом деле на результате. Это, наверное, самый такой главный фактор, да, на который в отношении этой политической партии можно указать. Что касается политической партии ЛДПР, почему такой рост, да, тоже надо объяснить. Наверное, на мой взгляд, опять же, я не занимаюсь политологией, да, но тем не менее, наиболее яркая политическая реклама, предвыборная агитация, а именно в средствах массовой информации, даже на федеральных каналах, была продемонстрирована политической партией ЛДПР. Ну и кроме того, ее лидер Владимир Вольфович Жириновский всегда может найти нужные слова и обратиться нужным образом к определенной категории избирателей, да, для того, чтобы повысить явку за свою партию. Ну вот здесь можно только сказать, что абсолютно правильная технология была использована этой политической партией, она дала результат. Если говорить даже в целом по Российской Федерации, то по сути впервые, если не считая первые выборы в Думу 1993 года, ЛДПР приблизилась к политической партии КПРФ и чуть ли не потеснила ее на третье место в масштабах России. Да, у нас понятно, что они потеснили, причем очень существенно. А если говорить о третьей политической партии, да, по республике Коми, получившей результат, это Коммунистическая партия Российской Федерации. На самом деле нельзя сказать, что результат участия этой политической партии на территории нашей республики провальный. В принципе, он в рамках тех процентов, которые она и демонстрировала раньше, да, незначительное отклонение. Здесь тоже можно говорить о факторах, которые, например, сыграли в минус для политической партии КПРФ. В том числе появление еще одной коммунистической партии «Коммунисты России», которая выступила на территории республики Коми очень даже достойно. Они набрали около 3,5% голосов избирателей. В процессе собрания еще раз озвучили итоги голосования, представили статистику. Также сегодня по плану награждение тех, кто хорошо справился с организацией избирательного процесса.